Передача «Утро Калмыкии» начинает этот день вместе с вами, друзья. Доброе утро! В эфире Максим Дукманов, и я рад начать это утро вместе с вами, познакомить с интересными гостями. Также вы узнаете рецепт вкусного и полезного завтрака, с которым здорово начать день. Но прежде присоединитесь к зарядке с потрясающим тренером. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна. Сегодня я провожу зарядку. Повторяйте вместе с нами. Начните утро бодро. Итак, первое упражнение у нас будет на пресс. Встаем в планку. На прямые руки. У нас 4 точки опоры. 2 ладони, ноги, животик втянут. Тело находится в одной плоскости. И одной ножкой мы отшагиваем в сторону, возвращаем ее назад и тоже делаем другой ногой. Живот все время держим втянутым. И раз, два, три, 4. Еще. Раз, два, три, 4. Немножко можно упростить и опуститься на локти. То же самое. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Повторений нужно сделать 20. Следующее будет тоже планочка, называется высокая-низкая. Мы встаем на прямые руки и опускаемся на локти. Вверх, вниз. 2, 3, 4, 5. Животик держим. 6, 7, еще 2, 8, 9. Хорошо. Следующее упражнение называется ягодичный мост на одной ноге. Ложимся на спинку, лопатки вместе. Лопатки вместе, лежим на спине, на лопатках. Руки вытянули вдоль коврика, вдоль тела. Закинули одну ногу на другую и поднимаем таз наверх. Подняли и опускаем вниз, не касаясь коврика. И делаем таких 20 движений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, теперь меняем ногу, закидываем другую. То же самое на второй ноге. 1, 2, пятку не поднимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 повторений. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Теперь мы разворачиваемся на живот, ложимся, ноги положили прямые на полу, руки вытянули вперед, на весу держим. Опустили глаза в пол, подбородок вниз, голову не поднимаем. Заводим одну руку, касаемся ягодицы верхней точки. Вернули ее. То же самое делаем второй рукой. 1, 2, 3, 4. Шею не прогибаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, поднимаемся. И следующее упражнение будет выпад вперед-назад. Когда мы делаем выпад ногой, у нас угол и одной, и второй ноги должен быть 90 градусов, прямой угол. Сели, отталкиваемся пяткой, с пятки на носок. Поднялись и шагнули назад. То же самое. 1, 2, 3. Выполняйте 10 повторений каждой ногой. 4, 5. Назад. Хорошо, девочки. 6, 7, 8, спина прямая, 9 и 10. Хорошо. И то же самое делаем второй ногой. Шагаем вперед. 1, назад, вперед, назад. Это 2, 3, 4, 5, 6. Терпим, девочки. 7, 8, 9, 10. Хорошо. Сейчас мы снова ложимся и сделаем упражнение на пресс. Ноги согнули, руки вместе, вытянули перед собой, ноги сделали шире, колени шире развели. И на выдохе поднимаемся наверх, округлили поясницу, округлили спинку. И на выдохе мы поднимаемся наверх. Выше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Девочки, все хорошо? Вот и все. Если вы сделаете такую зарядку, то проснется все ваше тело, и вы целый день будете порхать. Очень продуктивный день будет. Как и обещал, рецепт вкусного и полезного завтрака. Внимание на экран! Доброе утро, Калмыкия! Я Чураева Галина и моя дочь Чураева Диана. Мы для вас сегодня приготовим наши любимые сырники. Для этого нам понадобится 300 грамм творога, мука, растительное масло, разрыхлитель, сметана и 2 яйца. Итак, приступаем. Диана, помоги мне, пожалуйста, с яйцами. Держи. Разбиваем 2 яйца. Добавляем сметану. Сметана, где-то грамм 50 сметаны. Разрыхлитель. Все перемешиваем. Все тщательно перемешиваем. И, Диана, мы с тобой забыли сахар. Добавь, пожалуйста, сахар. Грамм 100 сахара, чтобы были они в меру сладкие, но не слишком.
Мешать. Творог мы брали натуральный, фермерский, 9%. Такие будут красивые желтые сырники у нас. Так, все, мы тщательно перемешали, добавляем потихонечку муку. Диана мешает. Аккуратно, малыш. Угу. Чуть-чуть аккуратнее. Давай вместе с мамой. Да? Все тщательно перемешиваем, постепенно добавляем муку и будем готовить наши сырники. Мы помешали наше тесто и взяли муку и доску. Сейчас мы будем скатывать круглые шарики и жарить наши сырники. Берем по чуть-чуть, чтобы наши шарики были аккуратные. Поможешь мне? Давай. Ладно. Такие красивые, аккуратные. Давай. Давай с мамой вместе. Раз, два, три. Еще немножко, давай возьмем еще немножко и скатаем шарик. Диана, поможешь? Давай, бери ладошки. Видел, как мама делала? Давай. Маленький колобочек. Так, молодец. Еще. Теперь сделаем шарик. Давай, мама. Отлично. Давай мне. Ну, почти. Ну что, помогай. Сделаем еще и начнем жарить. Держи. У нас есть уже в помощь ложка. Ну все, катай. Молодец. Рядышком. С нашего теста получилось 10 сырников, как раз на завтрак для всей семьи. Сейчас мы прогреем сковороду с маслом и начнем готовить наши сырники. Масло наше прогрелось, и теперь мы будем жарить наши сырники. Каждые выходные мы с семьей любим жарить или блинчики, или сырники. Дети любят больше сырники, и поэтому мы стараемся брать домашний фермерский творог и готовим сырники на всю семью. Название сырники происходит от слова «сыр», и из большинства славянских языков переводится как «творог». Наши сырники готовы. Приступаем К сервировке завтрака. Сырники хорошо сочетаются с ягодами и сметаной. У нас сегодня малина. Приятного аппетита! Гости нашего эфира – артисты прославленного государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» Александра Иняева и Николай Максимов. Александра и Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Несмотря на то, что у нас проходил фестиваль тюльпанов, в самый разгар празднования вы приняли участие в съемках телешоу «Страна талантов» на федеральном канале. Присутствовало ли у вас волнение? Волнение присутствует всегда с каждым выходом на сцену, и тем более на такой большой сцене, это федеральный канал, так как вы сказали, очень большой проект.
ответственное выступление, поэтому, конечно же, да, волнение небольшое присутствовало. А вы, Николай? Да, конечно, волнение всегда есть. Настраиваешься за кулисами на определенный номер. Самое главное — разогрев. Да. «Страна талантов» — это музыкальное шоу, в котором принимают участие таланты из самых разных уголков России. А это значит, что на сцене шансы одинаковы у всех участников шоу. Почему вы остановили свой выбор на исполнении зажигательного танца «Чечердык»? Чечердык — это наша визитная карточка, которая представляет вообще полностью не только наш ансамбль, а полностью как калмыцкий народ. Он искрометный, в нем очень много лексики, много пластики, которая олицетворяет именно нашу Калмыкию. Александр и Николай, какими качествами надо обладать, чтобы пройти финал «Страны талантов»? Если все вокруг талантливые, то какой фактор влияет на победу? Это в первую очередь должно быть высокий профессионализм. Техника исполнения должна быть тоже на очень достаточно высоком уровне. Синхронность, артистизм. Все вот эти вот качества в совокупности и должны присутствовать у финалистов. Там было голосование среди зрителей. У каждого зрителя было на кресле кнопочки. И, получается, из зрительского голосования выбирали 3 претендента. И оттуда уже выбирали жюри. Прежде всего, наверное, зрительское влияет. Симпатия зрительская. Да. После съемок мы все вместе фотографировались с каждым членом жюри. Нас все выделили, все похвалили, мы абсолютно всем понравились. Отметили как на уровне ансамбля Игоря Моисеева. Кто был в составе жюри? В жюри находилась Надежда Бабкина, потом Борис Галкин, народный артист России, потом Александр Тихонов, солист ансамбля Игоря Моисеева, Надежда Ангарская, Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим». С Надеждой Георгиевной мы знакомы, получается, уже давно. Она нас раньше приглашала к себе на фестивали. Она очень много знает о Калмыкии, так как она наша землячка, астраханская, с Черного Яра. Поэтому ей очень нравится Калмыкия, она очень много знает о калмыцкой культуре и, конечно же, наши танцы. Первое знакомство у нас было в 2011 году, она нас пригласила к себе на фестиваль, мы ездили с ней в Мурманск. А что вам больше всего запомнилось? Впечатлил, наверное, высокий уровень профессионализма, подготовка вся, то есть мы даже сами не гримировались, нас повели отдельно в гримерную, которые были именно в Мосфильме. Они нас каждого гримировали, и девочек, и мальчиков, и также после каждого выхода со сцены они нас ждали и с кисточками всегда приводили нас в порядок, то есть они были вооружены абсолютно всем. И у них был и антистатик, и все что угодно, и вода, такая подготовка высшего уровня. Это прям удивило. Мы были там около 5 дней, в общем. За это время сходили на концерт ансамбля Игоря Моисеева, в театры, на спектакли сходили тоже. В Мосфильме мы посетили музей. Именно при Мосфильме. Хотелось бы, конечно, еще пообщаться с другими коллективами, но нас распределили все в разных местах и выпускали на сцену, то есть только по одному. И со всеми коллективами мы увиделись уже непосредственно на голосовании. Первый раз побывали в Мосфильме. Вообще очень обширная площадка, территория там просто огромная, можно сказать, много всяких корпусов, всяких кабинетов, этих закоулков, коридоров, по которым мы там блуждали. Были случаи, когда мы там заблудились не туда, повернули и ходили там еще очень долгое время, искали. В поисках столовой. Да. Да, сцена была очень такая большая. Мы 2 дня приезжали туда, чтобы разметку сделать, опробовать ее, прорепетировать, пройти там. Расскажите, какое ваше самое любимое место в Москве? В Москве мне очень нравится
проводить время в Лужниках. Там очень большой аквапарк и с видом на МГУ. То есть он прям на улице, и там очень красиво. А вы, Николай? Ну да, нравится, но все равно дома лучше. Мы знаем, что нашему любимому коллективу в этом году исполняется 85 лет. Что ждет зрителя? Идет ли подготовка? Да, подготовка идет, будет гастрольный тур, будут выезды по республике, будет большой юбилейный праздничный концерт, новые постановки. Все это в планах и задумках есть. И что-то будет восстанавливаться из Золотого фонда. Так как у нас утренний эфир, скажите, как выглядит ваш идеальный день и чего вам не хватает в реальности для этого? Наш идеальный день — это, естественно, пробуждение, легкий завтрак. Затем мы идем на работу свою. После работы уже отдыхаем дома после тяжелых физических нагрузок на работе. А вы долго тренируетесь? 4 часа Каждый день? каждый день, да. Даже в воскресенье? Ну, за исключением выходных дней, да. Наш день у всех артистов начинается одинаково. Мы утром встаем, едем на работу. Каждый день у нас разогрев. Мы делаем классический станок, народный станок, занимаемся с репетиторами, прогоняем все номера, чистим. К каждому концерту относимся ответственно. Чего нам не хватает? Особенно вот к нашему юбилейному году хочется обновить все костюмы, чтобы мы были намного ярче, красивее. Наверное, этого только не хватает. Спасибо, Александру и Николаю, что пришли к нам в гости. Было интересно вас послушать, пообщаться. И желаем вам доброго утра, хорошего дня. Спасибо, взаимно. Спасибо, Максим. Спасибо за приглашение.
Насущные вопросы и законные решения. Подошло время для рубрики «Вопрос-ответ». Поступило такое обращение от жителя нашей республики. Возникла следующая ситуация. Мама несовершеннолетнего умерла, а отец лишен родительских прав. Ребенка воспитывают дедушка и бабушка по линии матери. Может ли отец восстановить родительские права? Ну, ответ однозначно да, потому что законом предусмотрена возможность восстановления утраченных родительских прав, вернее прав, которых ранее родитель был лишен. Но существуют определенные условия, процедура эта непростая. Для начала необходимо устранить те причины и основания, по которым человек был лишен родительских прав, и уже при участии органов опеки и попечительства в судебном порядке попытаться восстановить свои права. Я напоминаю, что вы также можете прислать интересующий вас вопрос на нашу электронную почту, адрес которой вы видите на своих экранах. Время прощаться, дорогие телезрители. Надеюсь, вам было интересно начать день с передачей «Утро Калмыкии». С вами был я, Максим Дукманов, и я желаю вам много сил и удачи. Всем пока-пока!